Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите итоговое интервью с главой МВШ Тимур Бекмамбетович. Здравствуйте. Мы знаем, что практически всю неделю вы провели в Москве, было очень много встреч, очень много мероприятий, в которых вы принимали участие. Пойдем, значит, по хронологии. Так, в понедельник вы приняли участие в парламентских слушаниях на тему о параметрах проекта федерального бюджета на текущий год и плановый период 2019-2020 годов. Я знаю, что вы выступали с докладом в рамках этого мероприятия. Вопрос: какие проблемы возникают именно при составлении и исполнении нашего местного бюджета? Первое, это, конечно, неделя выдалась насыщенной. У нас по несколько и встреч, и мероприятий в Москве. И все мероприятия и встречи, они связаны с, в первую очередь, улучшением благосостояния там, в целом республики. Парламентские слушания на площадках и Совета Федерации, и Государственной Думы – это такая хорошая практика, которую ввели руководители. И еще лучше практика, когда там обсуждаются темы не только бюджета, но в целом проблемы регионов. И дают возможность выступить главам регионов на таких площадках. Ну и самое главное, что, например, то, что наше выступление в Совете Федерации, наши предложения попадают в протокол, и в последующем лично там председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она держит это на контроле и добивается того, чтобы проблемы не решались. Наш бюджет, он формируется с учетом сложных процессов и сложности того, что у нас все-таки доходная база, мы уже максимально выжили все, что можем, и с каждым годом она уменьшается, мы выходим за 100%, но все равно мы не можем достичь того, чего хотели бы, или достичь того, сколько нам надо. Но при этом, опять же, сколько бы мы не собирали налогов, доходов, о чем я и говорил, в частности, по одной из проблем вопросов, это неработающее население и отчисление пенсионное в ФОМС денежных средств. Если мы в 2017 году где-то на 300 миллионов сократили эти отчисления, то с учетом коэффициента, роста коэффициента на 0,8%, у нас получается в 2018 году мы снова выходим на тот же уровень. То есть проводили работу, но все равно выходим. То есть вот это те федеральные полномочия, которые даны регионам без финансового подкрепления. И у нас на круг получается более 3 миллиардов вот таких федеральных полномочий. И таких регионов много, если не все. И об этом мы все говорим, что мы не в состоянии выдержать вот этот те задачи, которые сверху поступают, но без финансового подкрепления. Но берем даже те же институты, когда Минфин по соглашению требует сократить, там, перераспределить и объединить, тот же там Комитет по делам молодежи там, с Минспорта или с Минобразования, тех с другими, для оптимизации штатов. Но при этом, опять же, идут задачи по линии различных направлений. И уполномоченный по правам предпринимателей со своим штатом и зарплатой, уполномоченный по правам ребенка со своим штатом и зарплатой, по линии агентства стратегических инициатив, когда идет инициатива и информация, и к исполнению тоже поступает это агентство определенное там делать, создать корпорацию развития республики. Это все должно быть где-то искать между финансы для этих людей. И таких вещей очень много тоже, которые там отвлекают средства. Поэтому у нас довольно серьезная проблема, и на Совете Федерации эта проблема озвучивал, что необходимо как-то каким-то образом оптимизировать и находить средства, давать республике возможности, в том числе, так же, как и нам, другим субъектам, давать возможность где-то поддержкой субсидированной или на сбалансированности, или на какие-то другие формы. Еще одна проблема у нас – это то, что и мы, и те народы, которые были депортированы, репрессированы, средства для так называемого репрессированного населения. У нас это более там, 300 миллионов рублей в год. Это федеральные полномочия тоже, а их тоже спустили на местный уровень. И мы сегодня вынуждены вот это социальное обязательство перед этими людьми выполнять и обеспечивать. Еще одна проблема, которую я там озвучил, и это проблема по дефицитам лекарств на вот такие сложные заболевания, дефицитные лекарства. Там есть две составляющие. Первая составляющая – это то, что довольно большие объемы средств нужно,
если нам это порядка свыше 200 миллионов рублей в год, то есть у нас есть больные, которым в год нужно там, да, есть один больной, которому в год нужно там, одному только человеку более 30 миллионов рублей. Вот представьте, какие это болезни, какие лекарства. Но здесь есть одно но. Об этом говорил и глава Татарстана, выступая на нашем региональном совещании с Дмитрием Николаевичем Казаком, что посредники слишком поднимают цены. И лекарства, которые за границей к нам поступают по одной цене, с большой накидкой уже поставляются в регионы. И вот об этом тоже я говорил, что по вот этим заболеваниям снять полномочия субъектов, эти полномочия передать чисто Минздраву, выделять там целевые средства, и они уже тогда будут смотреть, как договариваться с заграничными фирмами, которые там производят эти лекарства, и как минимизировать. Я думаю, что на 50% как минимум можно было бы сэкономить средства. Это было поддержано всеми членами Совета Федерации, Валентиной Ивановной. В том числе один из вопросов там стоял по этим лекарствам. У нас есть заменяющие лекарства отечественного производства. Но лоббирование или какие-то другие вопросы, связанные с иностранными лекарствами, не позволяет нашим отечественным производителям вырасти. Здесь тоже этот вопрос я там поднимал. Но самое главное, что у нас была площадка, мы сумели озвучить свои проблемы. И после моего выступления Валентина Ивановна довольно там подробно разъяснила вот эти проблемы в том числе и поддержала наши предложения. Вы встречались с руководителем Федерального агентства по делам национальности. Вот интересно, как Игорь Баринов оценивает межнациональную обстановку в Ингушетии, на Кавказе в целом, и какие еще вопросы успели обсудить? В целом у нас по межнациональным отношениям и межконфессиональным проблем не было и нет, и дали не будет. Но тем не менее вопросы, связанные с беженцами с пригородного района или с мест компактного проживания Северной Осетии, они остаются открытыми, и они пока не завершены и не решаются эти вопросы. Мы с правительством Северной Осетии на своем уровне пытаемся эти вопросы порешать, но тем не менее. Например, Игорь Вячеславович я тоже проинформировал, хотя это дело властей Северной Осетии, но мы должны здесь совместно работать для того, чтобы все-таки эта задача больше с правительством Северной Осетии, но если мы подключаемся, в этом ничего плохого тоже нет. Правительство Северной Осетии отклонили тот проект по развитию, социально-экономическому развитию там, ряда районов, городов Северной Осетии, в том числе там, где компактно проживают лица ингушской и осетинской национальности. Понятно, что для властей Северной Осетии там разницы нет, какой национальности они должны все обустроить. А для нас важно, что там, где компактно проживают ингуши и осетины, чтобы там тоже была помощь оказана, и школы, садики, дороги и так далее, все было там обслужено. И я тоже об этом сказал Игорю Вячеславовичу, что надо этот проект поддержать. Почему? Потому что благоустройство, создание рабочих мест, социальная инфраструктура сближает людей еще больше. И здесь надо помочь правительству Северной Осетии в том числе, но и по своей линии тоже сказал, что мы поддержим это начинание. Еще один из вопросов, который там стоял, это сам Игорь Вячеславович тоже задал, его беспокойство о том, когда уже за последние 1,5 года в пригородном районе происходит там в Карца, в Чермене, из-за ровно там, на ровном месте бытового случая предпосылки к межнациональным там, каким-то столкновениям. Мы тоже это обсудили, я доложил Игорю Вячеславовичу, что у нас плотный контакт взаимодействия с властями Северной Осетии, и это взаимодействие позволяет на начальном этапе все это притушить и не вывести на межнациональные там, какие-то там конфликты отношений. И самое главное, у нас есть хорошая договоренность, мы его соблюдаем, что кто виновен, мы его озвучиваем, любой национальности, чтобы он не был, и показываем, что это не относится к национальности, это относится к воспитанности или поведению самого человека. И даже тот же случай, который там случайно произошел на дороге, там, с сбитой коровой, это эмоции, не более того, и это все потом по ходу дела те же жители сами между собой разбирают, и особо там вмешиваться тоже не стоит. То есть вот добрый такой разговор произошел. Ну и еще один из вопросов мы будем сейчас смотреть, Игорь Вячеславович обещал, посмотреть, изучить и помочь в строительстве Дома дружбы народов
в Магасе. Также во вторник вы встречались с генеральным директором агентства стратегических инициатив Светланой Чукшевой и советником Светланы Чукшевой Анваром Гаджиевым. Какие вопросы удалось вам обсудить и пришли ли вы к каким-то договоренностям в плане сотрудничества дальнейшего? Ну, если сказать коротко, я поблагодарил за ту помощь, поддержку в целом команды агентства стратегических инициатив, которые помогли нам в прошлом году довольно существенно подняться с той ямы, где мы были. Мы где-то на 32 пункта поднялись. И это хороший показатель по году. Ну и второе, пригласил Светлану Чукшеву со своей командой провести итоговое годовое заседание ОСИ Северокавказского направления здесь у нас в республике с учетом 25-летия республики. И приглашение они приняли. Я думаю, что к концу года мы проведем такое совещание здесь окружное с участием всех должностных лиц. И утвердим план работы, деятельности в этом направлении на следующий год. Еще одна важная встреча, плодотворная, это встреча с Ольгой Голодец. Я знаю, что вы получили большую поддержку в плане строительства важных для нас объектов. Ольга Юрьевна обещала нам всевозможную поддержку. Вот о каких объектах, таких вот важных идет речь, можно ли сейчас говорить? Ну, здесь завтра мы утром будем проводить совещание. Я некоторых чиновников должен буду наказать. Почему? Потому что не отслеживаются протоколы важные. И мне было крайне неудобно, когда Ольга Юрьевна собрала перед моим приходом всех заместителей федеральных министерств своего блока социального. И все были вооружены какими-то там документами. Мы стоим в плане. И до 5 октября мы должны были, наше правительство, руководители должны были представить проектную документацию с экспертизой на 2 объекта. Это психоневрологический диспансер в Псидахе. Строительство нового, почему? Потому что его надо из села выносить, и он не должен там находиться. Там очень стесненные условия. И второе, расширение дома ветеранов в Сурхахах на 50 коек. Это очень важно такой для наших стариков, тоже такое подспорье. Но в итоге и того, ни другого не сделано. Вот завтра мы будем проводить совещание, почему не отследили эти протокольные вещи. Ну и по ряду других направлений, в том числе и образование, и культура, и так далее. Будем разбирать, и в том числе и изучать. Ольга Юрьевна оказала максимальное содействие в решении этого вопроса. Я думаю, что оперативно, быстро, если мы 2 объекта сложно пробить, но по очередности я поставил задачу в первую очередь это психоневрологический диспансер. Почему? Потому что он не диспансер, а интернат в Псидахе. Он наиболее у нас там сложно, его надо выносить. И плюс те 2 объекта, которые у нас стоят там в первой очереди на контроле, они с этого контрольного листа не выпали. Я попросил Ольгу Юрьевну поддержать нас в этом вопросе. Она этот вопрос держит на контроле. Это строительство многопрофильной больницы в Назрани и психоневрологического диспансера в Назрани. Это тоже в Назрани, да. Вот эти 2 объекта, они у нас стоят там тоже на контрольном листе, поэтому надеюсь, что мы в 2018 году начнем уже реализовывать эти 2 проекта в том числе. В среду в Ингушетии была представлена в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Интересно, насколько из года в год обновляется наша экспозиция, как ее оценивали посетители, в том числе Дмитрий Анатольевич Медведев, который был на выставке? В ближайшее время у наших аграрников праздник, поэтому я хочу поздравить. И мы должны сегодня признаться в том, что аграрный сектор республики, с учетом той продукции, которая уже появляется в республике, которая меньше заводится из других регионов, он на порядок выше, чем это было буквально даже 5 лет назад. И нам удалось очень много переломить. Ну и по итогам выставки я уже наблюдаю, смотрю, насколько глаз радует. Например, наша выставка на этой площадке, на импортозамещение, я уже говорил, выставка была где-то месяц назад. Она одна из лучших выставок у нас была. И здесь уже на «Золотой осени» у нас была лучшая выставка. И мы научились правильно представлять то, что мы делаем. Надо будет некоторые вещи там устранить, но в основном это хорошо. И Дмитрий Анатольевич Медведев тоже это все оценил. И понятно, что это все видно. И хорошие проекты, которые выходят там по своему масштабу на уровень там всероссийских, это позволяет нам быть игроками там на поле в этом направлении. Если мы по саду «Гигант»
можем спокойно уже говорить, что мы в первой пятерке в стране, если не в тройке, это уверенно мы можем сегодня говорить, то я думаю, что к концу следующего года мы по тепличному хозяйству, а у нас их будет до Лендали порядка 30 гектаров, мы тоже будем в десятке или двадцатке в стране по тепличному комплексу, по тепличному хозяйству, с учетом перспектив. И таким же образом, если мы завершим комплекс индюшатины халяльной, это тоже прокат. То есть мы по многим направлениям должны выйти в десятку регионов по и темпам, и производимой продукции и так далее. И плюс один из таких важных вопросов – это экспорт товаров, не только импортирование к нам республика, а это все-таки мы делаем в том числе в рамках импортозамещения, экспорт наших товаров. И мы опять же должны эту нишу выхватить, и над этим мы работаем уже давно, но тем не менее, с учетом переизбытка различных видов товаров, мы должны выходить уже на другие площадки. Поэтому я сегодня хочу сказать, что на высоком организационном уровне прошла у нас золотая осень. В ближайшее время мы будем делать уже у себя такую же выставку. И, наверное, посмотрим, сколько дней министр и в целом руководство Министерства сельского хозяйства будет радовать людей вот такими, понятно, на ярмарках дешевле товары наших жителей, гостей республики. В тот же день вы приняли участие в открытии первого международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики, и присутствовали на этом форуме также присутствовал глава государства Владимир Путин. Также вы принимали участие в заседании по работе фонда ЖКХ. Понятно, что помимо обсуждения проблем, также речь шла и о перспективах в этих направлениях. Хотелось бы вас спросить, какие вот интересные проекты для себя, для нашей республики вы подчеркнули, вот где бы мы могли заявить о себе, какие площадки мы могли бы предоставить в рамках реализации проектов? Ну, в целом, то, что на открытии форума выступил президент страны Владимир Путин, я озвучил стратегию развития в целом комплекса, энергетического комплекса в целом в стране и взаимодействия с миром. Это понятно в масштабах страны, и тем более там участвовали ведущие игроки ОПЕКа и тех стран, которые не участвуют в ОПЕКе, так же, как и наша страна там не участвует. Но наша страна оказывает влияющее направление на деятельность ОПЕКа в целом. И очень хорошо, что наша страна договорилась с ведущими игроками ОПЕКа в этом направлении, в том числе Саудовской Аравии. И мы уже можем диктовать цены там, и определять там, политику в этом направлении. И по нефти, и по газу, и в целом в этом направлении. Если это была чисто протокольная часть, то вторая часть – это пленарное заседание, которое вел Сергей Владимирович Степачин, председатель наблюдательного совета фонда реформ ЖКХ и руководитель фонда самого Георгий Цицин, Константин Цицин. Там мы, конечно, обсудили вопросы, связанные в том числе и завершение строительства наших 30 аварийных домов. Если мы в них мы строим 12 в этом году, я в ближайшее время буду лично проеду, каждый дом проверю, посмотрю, как делается. Там нам должны были фонд реформы ЖКХ дополнительные средства. Это второй этап по стимулированию. Мы и ряд субъектов, которые получили возможность там, получить стимулирование. И завершить вот эти дома в этом году и людей до Нового года переселить, снять это напряжение. Тогда мы полностью в этом году на ближайшие там, десятилетия закрываем тему по аварийным многоквартирным домам. И уже можем выходить там, с предложением, если получится, нам, по другим задачам уже. Здесь мы эту задачу там уже обозначили. Еще одна тема интересная, это пленарное заседание было, это, конечно, повышение энергоэффективности самих домов, которые мы строим. Не просто их строить, а сделать там максимально энергоэффективными, так как для людей это было бы удобно. Я надеюсь, что мы в ближайшее время получим эти дополнительные средства, и до конца мы завершим переселение людей из аварийных домов. Ну, теперь мы плавно подошли к главному событию недели и федерального уровня, и мирового. Это государственный визит короля Саудовской Аравии. И я знаю, что именно вы в числе нескольких почетных гостей присутствовали и на переговорах президента России с королем. Но интересно, какие вопросы обсуждались и к каким договоренностям пришли?
Да, это исторический визит, вообще историческое значение, как минимум там, вот этих там, последних там, десятилетий, да, для нашей страны и для Королевства Саудовской Аравии. И когда такие визиты совершаются в таких масштабах, говорит о том, что некоторые взгляды в мировой политике, они меняются. Это наглядная вещь, вот то, что произошло. Тем более, когда Саудовская Аравия, которая на протяжении многих там, десятилетий тесную связь имеет с Соединенными Штатами Америки по всем направлениям. И по военному сотрудничеству, и по экономике, и по другим направлениям. В целом Западом. И то, что сегодня ориентир на Россию, это показывает рост уровня авторитета, в первую очередь, нашего президента, которому вчера исполнилось 65 лет, и его лидерство в международной политике, его неприкасаемый авторитет. И благодаря этому рост авторитета, доверия к державности самой России. Это те вещи, которые, вот когда говорят, один в поле не воин, то вот это как раз показатель обратного направления. То Владимир Владимирович один в поле воин. Понятно, команда, понятно, все работают, но тем не менее это вот такой масштаб самой личности. Ну и, конечно, прозорливость в этих вопросах самого короля. Он взрослый, мудрый, опытный, искушенный в политике человек. И когда он видит, что для его страны, для его народа есть вещи, где можно сманеврировать, посмотреть, изучить, и в перспективе, и в историческом плане отношения с Россией, они должны быть налажены. Конечно, вот это визит несет такой исторический характер для нашего и для народа КСА. Но еще надо подчеркнуть, что когда Сауд пришел к власти, власть впервые и первым признал Советский Союз тогда еще. А Россия является преемником Советского Союза. И вот эта историческая справедливость, она сегодня восторжествовала, да, с приездом короля, а там более 1000 людей приехало. Это огромный штат, и король до сих пор в Москве. То есть нигде никогда такого не было, чтобы король, сука, задерживался. Король провел встречи со всеми, в том числе главами, там, кому ему нужно было, с муфтиями республик, с бизнес-сообществом, с федеральным правительством Российской Федерации. И у него целый день, вот через каждый час, полчаса, вот так, без отдыха, вот эти встречи. Это еще раз подчеркиваю, что король в состоянии здоровом, сам по себе в физическом состоянии здоров, в состоянии переносить вот такие нагрузки, потому что и перелеты, и погодные условия, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и самое главное показать то, что он целенаправленно прилетел в нашу страну для того, чтобы вот эти так называемые мостки взаимоотношений, их укрепить и сделать им хорошим мостом и дружбы, и взаимоотношений между Россией и Королевством Саудовской Аравии. Конечно, Владимир Владимирович Путин на общем совещании и на торжественном приеме озвучил наш интерес, наше понимание взаимоотношений. Почему? Потому что там есть много вопросов, связанных и с Ираном, вопрос, связанный с Сирией. У королевства есть исторически свои интересы в этих направлениях, у России есть свои интересы. И вот этот визит как раз показал то, что мы найдем и уже находим взаимопонимание по всем вопросам, в том числе и на ближневосточной политике, ну и в целом мировой политике. Здесь нельзя исключать те взаимоотношения с Турцией, но мне понравилось то, что делегация короля, и сам король это озвучил, да, что они уверены в том, что руководство страны, лично Владимир Путин, свое слово держит. И Россия никогда не изменит своим отношениям с Турцией там, или с Ираном, или с кем-то ради того, чтобы наладить дружбу с Саудовской Аравией. Ну уж точно Россия то же самое не будет отталкивать Саудовскую Аравию из-за того, что отношения с Ираном или с Турцией хорошие. То есть Россия всегда будет находить какое-то понимание, играть на этом поле. И самое главное, что Россия всегда учитывает интерес
страной, нашей великой. А если страну учитывать, конечно, и наши с вами, всех мусульман, которые проживают в этой стране. Король тоже подчеркнул, сказал спасибо Владимиру Владимировичу за то внимание, которое сегодня есть к мусульманам России. Это тоже важно. Почему? Потому что все-таки король — это хранитель, служитель двух главных святынь. И без внимания к мусульманам не только королевства, но и мира, конечно, ему по своим обязанностям тоже нельзя. Поэтому это он подчеркнул тоже. А со своей стороны Владимир Владимирович тоже подчеркнул именно ту заботу, то внимание, которое оказывается в том числе и мусульманам России в ходе совершения не только хаджа, а различных паломнических миссий в Королевстве Саудовской Аравии. Также король Саудовской Аравии провел личную встречу с вами из сингапурской делегации. Интересно, какие интересы республики уже озвучивали вы, и каков интерес Саудовской Аравии к нашему региону? Ну, мы не стали перегружать короля нашим особым вниманием, поэтому выразили благодарность за то, что он нашел время прилететь в нашу страну с такой большой делегацией. И короля проинформировал, что с кабинетом министров королевства у нас хорошие отношения, хорошее рабочее взаимодействие. Мы уже занимаемся обменом инвестиционными предложениями. Те письма, которые у меня есть для короля, я передам вашему помощнику. И еще раз поблагодарил, и, пользуясь случаем, понимая, что понятно, что король не в том возрасте, ему тяжело, но все равно пригласил его посетить нашу республику. Передал от наших жителей, всех жителей республики огромный салам алейкум и королю, и его семье, и всем жителям Королевства Саудовской Аравии. Еще одно соглашение было подписано на этой неделе, обещает быть результативным. Соглашение с Центром стратегических разработок. Какие пункты основные в нем обозначены? Как скоро? Там одна тема, это Алексей Леонидович Кудрин ведет это направление. Уже по задаче, по указанию президента уже разработана сама стратегия развития, новая стратегия развития, если не разработана, а разрабатывать стратегию развития нашей страны в целом. И я попросил Алексея Леонидовича, во-первых, посетить республику. Мы подписали соглашение и посмотреть роль и место нашей республики в ближайшие десятилетия, перспективу в стратегии развития в целом с нашей страной. И еще одна тема, которая заинтересовала Алексея Леонидовича, это все-таки по рабочим местам для нашей республики. Я тоже об этом часто говорю, что у нас, если человеку захотеть, найти работу несложно. Но эта работа не соизмеряется с желанием человека, и тем более с образованием. Есть много людей с высшим образованием, которые не могут по своей профессии получить работу. Да, у нас есть проблема в том, что каждый человек почему-то думает, что для него государство должно создать бюджетное место. Но это не бывает в мире, это уже рыночная экономика. Но тем не менее, конечно, мы должны создать условия для работы. Это будет пусть будет акционерное общество, неважно, как сейчас, и швейная фабрика, и радиаторы заводы, и другие предприятия, пусть люди идут работать. Но мы эти условия должны создать. И когда мы проговаривали, мы обговорили эти вопросы. В ближайшее время наши руководители вместе с центром изучат эти темы. И как пилотный проект по Ингушетии я попросил, в том числе и при моей личной встрече с Владимиром Владимировичем, я об этом буду говорить, и попросил Алексея Леонидовича лично поучаствовать и каким-то образом организовать эту работу, чтобы мы в ближайшие 2-3 года минимизировали безработицу в Республике Ингушетия. Возвращаясь из Москвы, вы заезжали в Ставропольский край и в очередной раз побывали на новых объектах. В очередной раз подчеркиваю, потому что интересно, именно чем нам интересен опыт наших ставропольских коллег. Я специально туда прилетел, я смотрел в Республике Татарстан, и сейчас я понял, что наши коллеги Ставропольского края, они на шаг вперед опередили нас. И те задачи, которые я ставил по Татарстану, она у нас частично выполнена, в том числе по заводу полимерных труб. Но мы не охватили те пустующие здания, тот же нефтеперерабатывающий завод, тот же химреагент, другие предприятия, которые заброшены стоят.
И опыт, вот я специально по дороге домой залетел туда, чтобы там все-таки посмотреть, понимаю, что отсюда ехать туда далеко, так мне было бы удобнее так попутно все это сделать. Именно заброшенное, огромное советского периода образца предприятие, и под крышей этого предприятия они выделяют средства, в том числе по линии Министерства экономики, тоже хорошая помощь оказывается, поддержку таких проектов. На этом большом предприятии уже создали более 100 малых точек малого и среднего предпринимательства. Вот мы пошли, там штук 20 этих точек обошли, начиная от простого там светильникового производства. Количество рабочих мест вот таких малых это от 7-8 до 40-50 человек. Делают прицепы, делают какие-то там стекла, какие-то рамы, какие-то там. То есть вот это именно вот площадка. И для человека, который хочет заняться своим делом, ему не надо ходить, искать, там, что-то делать. Ему просто дают готовую площадку. Вот квадратный метр, там они, не помню, за квадратный метр 100 рублей платят. И, а так вся инфраструктура для них есть. Свет есть, газ есть, все есть, охрана есть. То есть у человека голова не болит. Он взял готовые там помещения, занес свое оборудование и начал работать и продавать, реализовывать. И плюс правительство Ставропольского края еще помогает в реализации. То есть в первую очередь заставляя покупать для нужд края здесь, у этих производителей. Ну и в другом случае, если есть переизбыток товаров, то направлять в другие регионы. Это очень хороший проект, и на мной будет такая серьезная задача поставлена. Правительство мы изучим, и обязательно я в ближайшее время выйду и на завод нефтеперерабатывающий бывший, там, и на другие предприятия, сам лично изучу эту тему. Я думаю, что мы сделаем хороший такой технопарк в республике. Напоследок несколько вопросов, которые поднимаются в социальных сетях, говорят в разных социальных кругах. Был пожар на этой неделе, горел дом торжеств в Назрани, и после этого пошла такая информация, якобы глава республики дал установку минимизировать проверки в отношении этих объектов в плане пожарной безопасности, конкретно касательно там, бизнеса 2014 года и далее. Вот как бы вы это прокомментировали, насколько... Нет, это не так. Это было послание президента в 2014 году, и там было сказано минимизировать. После этого пошли установки по линии МЧС в том числе. И прокуратура это все отслеживает в том числе, чтобы не драконить частный бизнес там, частными проверками. Это не только по линии МЧС, по другим тоже проверкам. Дать каникулы на то, чтобы частный бизнес поднялся. Но это не оправдание не проверять пожарную безопасность. Здесь просто и Министерство МЧС, я вчера там по этому поводу сделал замечание, не среагировало. А как там тогда проверить? Вот в случае там, в этом доме, да, хорошо дал хвост, никто не погиб. Но люди, которые зарабатывают деньги, сдавая в аренду, во-первых, никто не отследил, почему на верхних этажах, там, я вчера и правительство об этом делал замечание, почему Минтруд там снял в аренду, с какого разрешения и почему, или за какие деньги. Это раз. Почему эти же предприниматели здания, которые построены под одни задачи, используют под другие задачи? Вы же понимаете, мы не хотим этих вещей. Я вот когда помню, там коттеджный поселок построили в Малгобеке, когда каждый человек пытается к этому коттеджному поселку, к дому, пристроить еще там кучу пристроек. Когда им объясняют, что есть проектно-изыскательские работы, геодезия, что здесь нельзя ничего, не понимают. А потом начинают жаловаться, что дома трескаются, что рядом фундаменты строят, это делают. И здесь такая же картина. Дом построен под одни цели, под одну нагрузку, в том числе и электрическую. Когда начинают там туда заводить другие организмы, нам и проводка не срабатывает, и другие вещи. Много-много вещей, которые нагрузка на электричество, в том числе на газовое там, отопление, если оно такого есть, там, и на другое. И это тоже никто не проверяет и не смотрит. Но почему, опять же, ответ вот нам там запретили. Но при этом никто не мешает запрет и Владимира Владимировича в том, чтобы не драконить, не брать взятки, не заставлять платить лишние деньги, чтобы дать людям подняться. У нас есть уполномоченный по правам предпринимателя. Мы вместе с ним разработайте план, вместе создайте комиссию. Не
берите деньги за проверку. А для себя проверьте, если отопительный сезон, начало, вы проверьте вот эти ключевые места. Тем более это из этого там помещения сделали в том числе зал торжеств. Там свадьбы проходят, мероприятия проходят, кто вам дал право их не проверять? А если там была бы свадьба, а если там люди, тогда что, в тюрьму всем? Людей же не вернешь. Вот здесь, конечно, и это такая же тема по частным домовладениям. Поэтому я вчера заехал, поставил задачу пересмотреть и вместе с уполномоченным по правам предпринимателей МЧС разработать правила проверки обязательно и как заставить устранить недостатки. Я думаю, что мы еще с прокурором по этой теме переговорим и придем к пониманию, что требует закон и поручение президента в этом плане. Последний вопрос. То, что сейчас в последнее время очень активно пишут в интернете, появляются такие заголовки, якобы жители Ингушетии угнал автомобиль Полиора, или же жители Ингушетии лихачил в центре города на автомобиле без государственных знаков. И очень много подобного материала появляется у нас в сетях. Как бы это комментировали? Ну, здесь я сейчас дам поручение Секретарю Совета Безопасности. Наши жители, там, по той информации, которая сегодня есть, задержаны там в Нальчике за попытку угона машины Приора. Ну, конечно, должны они, если это так соответствует, надо разбираться, кто они такие, как они там оказались, и в роли места родителей. Очень раз получится, что это были очень хорошие ребята, ходили в мечеть, молились, хадж совершили, ну и тогда целый букет хорошему человеку. А почему машину угнал? Это получится так, что он не угонял, и его просто подставляют. У нас всегда так получается. Поэтому сейчас будем разбираться. Но сам вопрос, что такие заголовки, они безответственно должны оставаться. И народ должен видеть не просто жителей Ингушетии, а пофамильно, поадресно, кто это такие. Чтобы родители не пытались прикрыть своих там детишек, как он хороший человек, а его там какие-то нехорошие люди подставили. Это одна тема. Ну и вторая тема, в том числе, я думаю, что машину уже нашли, сотрудники ГИБДД. Вот такие выкладки в соцсети, вот такие действия, вот эти, они не должны тоже оставаться безнаказанными. Да, понятно, есть закон. И я был инициатором закона за второе там, вождение в нецелевом составе машины конфисковывать, выставлять на аукцион, продавать там. Только так можно было бы навести порядок. Да, это там, та машина, которая там белая, там Назрани, это такая недорогая машина. А есть, когда на дорогой машине, там, у отца взял или отец купил, человек начинает себя вести совершенно некрасиво. Да, понятно, там, мы можем обвинять родителей, но уж точно отец там, ему не советует это делать, наоборот, там, предостерегает от этих вещей. Но они это делают. Но самое нехорошее, когда они это все выставляют в интернет, почему-то считают вот это такой геройством, что ли, там, или каким-то достоинством. Ну, да, можно, конечно, сказать, что это переходный возраст, но надо определиться, где мы понимаем, там, с 12 до 14 лет или с 14 до 18 лет, а эти же там уже после 20 лет, непонятно в этом происхождение, и по одежде на них смотришь, там, никогда не скажешь, что они по каким-то традициям, обычаям живут, там, и по поведению не скажешь. То есть вот это тонкости, которые, конечно, надо бы очень серьезно работать. Я ставил задачу, там посмотрел уже предварительно, хорошую книжку разработали там ряд наших, в том числе и по линии образования там, людей, адаты, обычаи нашего народа. То есть не религиозную составляющую, а именно вот это. Но при этом, когда мы это доводим, чтобы сопоставлять ее и с религией, говорить, что это не противоречит, почему мы легко и религию-то ислам приняли, почему? Потому что в своем большинстве наши адаты и обычаи там соответствовали. И вот это показывать. Честь, достоинство, эздел, я, динал, кунагал, вот эти вещи показывать, где есть место там баловства, а где есть место там, с достойным поведением. Начиная от формы одежды элементарно, заканчивая там какими-то там другими там атрибутами действий молодого человека. И как внеплановое вести это, как учебное произведение, и в школах по этим вопросам говорить, рассказывать. Здесь не должно быть такого там самоустранения никого. И вот тогда вот этих таких сопляков, которые там позволяют себе куражиться, будет меньше.
Все может быть, все мы были молодыми, все были детьми, у каждого там свой возраст был, баловство было, все было. Но уж публичности оно не должно поддаваться никаким. И выставлять себя, да, для тебя, может, это геройство, какой-то там подвиг, но со стороны смотреть, ну, очень, очень некрасиво. И, конечно, прежде чем это все делать, надо просто со стороны посмотреть, как у тебя это, как ты будешь выглядеть в этом вопросе. Поэтому над этим будем работать. Я еще раз подчеркиваю, здесь мы в понедельник с министром МВД переговорим по этому поводу. Я уже ставил задачу, и они уже начали работать, ГИБДД особенно начал работать, выявлять вот эти выкладки и сразу же там выставлять их. Мы видим, и по телевизору их показывают периодически. Я думаю, что этих найдут, но закон, понятное дело, закон не позволяет жестко работать, как нам хочется, но все-таки в рамках закона с этими людьми должны беседовать. Но уж точно закон не запрещает под камерой проводить беседу с их родителями, с этими пацанами. Ну, по крайней мере, объяснить им, что это некрасиво. Чтобы они извинились за свое поведение там, перед людьми, там, перед жителями. Что это нехорошо, мы недостойно мы поступили. Ну, не есть это хорошо для нашего народа в том числе. Вас благодарим за интервью и желаем вам новой успешной недели. Башкалдия Рясон, Далят Вахаб.